Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за вашу активность, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: что нежданно и негаданно ворвется в вашу жизнь. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, что нежданно и негаданно ворвется в мою жизнь. Я думаю, что все готовы, что все уже настроились. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, пусть высшие силы будут моими руками. Слушайте, такой банальный ответ получается, даже смешно. Что ворвется в вашу жизнь? Счастье ворвется в вашу жизнь. Счастье. То счастье, которое вы так долго ждали. То счастье, которое вы действительно не просто заслужили, вы его выстрадали. Понимаете? Через муки, через больку, через печальку, через потери вы прошли и заслужили свое личное счастье. Ну, давайте по порядку пойдем. Так, мои хорошие, я надеюсь, вы помните, что отсыпка у нас общая. Но раз вы попали на это видео, вас сюда привели ваши ангелы-хранители. Что-то важное для себя узнаете. А кто-то должен зарядиться хорошей положительной энергетикой, которая излучает это видео. Так. Здесь какой-то очень серьезный спор, какая-то дележка. Кто-то, может быть, в разводе судился, делился, кто-то с родственниками делится, судится, кто-то с компаньонами, кто-то даже с не очень хорошими людьми. Да? Какой-то спор идет. И чаши весов, вы видите, да, вот они, весы вышли, они ни туда, ни сюда, как будто бы заклинило эти чаши весов. Вот, два человека, кто спорят. Понимаете, я вижу, что за вами правда стоит, а за тем другим человеком стоит ложь и стоят деньги, либо какие-то связи, возможности. Коррупционное какое-то начало очень сильно присутствует. И поэтому, да, заклинило. На самом деле вы правы, на самом деле победа должна быть за вами. И уже бы давно это дело закончилось, потому что оно не стоит и выеденного яйца. Но этот человек вот так уперся рогом, подключил все свои, там, не знаю, возможности, связи, коммуникации и не дает. И вы, мои хорошие, очень много натерпелись из-за этих судов, вот, выяснений, и наплакались, и настрадались, и прям сердце на части рвалось. Вот как же это обидно, и как же это больно, когда ты прав, когда ничего ты плохого не сделал, да, а вот деньги и связи решают все. Вот очень много вы, кстати, об этом думали. Кто-то считает, что на вас негатив, кто-то считает, что это, как козни судьбы, да, какой-то там негативчик. Судьба тут на вас наслала. На самом деле нет, это не так. Это у вас очень жесткий кармический урок. И поверьте, то, что происходит, вот это даже не суд, похоже на судилище, да, судилище какое-то происходит. Это лучшее, что могло случиться. Поверьте. Вот от большой беды вас отвели. Вот я так вам скажу. Не хочу никого пугать, не хочу, чтобы вы там лишнее себя думали, накручивали. Но вы пройдете, вы не сломаетесь, вы правду свою докажете. Вот как у вас все это долго длится, так у вас быстро все и закончится. У кого-то вообще в несколько часов закончится, у кого-то, может быть, пару суток пройдет, пару дней. Вот, так у вас закончится. Вы сами потом будете шокированы, будете думать: ничего себе, а что случилось, что произошло, почему, да, вот в один момент все решилось, годами тянулось, а в один момент все решилось. Решение будет очень таким справедливым, может быть, в какой-то части вы будете не согласны, либо до конца не будете согласны, но тем не менее вы примете с большой радостью от того, что все это закончилось, я выдыхаю, и то, что все-таки справедливость вас торжествовала. Девочки, вот где бы вы ни судились, где бы вы там не выясняли, у кого-то может быть финансовый вопрос, там банкротство всякие, там кредиты, у кого-то действительно там с бывшим вы все делитесь,
все закончится, и закончится хорошо для вас. По-доброму, вот правильно сказать, по-доброму для вас закончится. Конечно, идеала не будет, да, но тем не менее, вы будете крайне довольны. Это я вижу. И вот это событие, оно уже где-то, вот понимаете, ну совсем рядом с вами находится. Уже образ этого события прорисовался. Не материализовался, но прорисовался. Контуры есть, понимаете? Но вы все разные, да, у кого-то завтра все закончится, у кого-то, может быть, там, через недельку, дней через 10. Но событие, вот оно, в корне находится, скоро, совсем скоро. Вам правда идет. А тому человеку, кто, ну, скажем так, все это замутил, ну, тому человеку жуткое поражение идет. Мало того, тут если человек еще с каким-то, ну, криминалом связан, да, может быть, его там где-нибудь за мягкое место возьмут, там, за коррупцию, за взятки, за какие-то другие, может быть, там, нарушения, там человеку не поздоровится, очень даже не поздоровится. Так, ну, как два зайца, да, и дело закончится, и от такого негативного человека в своей жизни избавитесь. Кстати, кто-то из девочек вот действительно судится с каким-то мужчиной, то ли он ваш бывший и покою вам не дает, то ли он какое-то даже, может быть, преступление совершил в ваш адрес. У вас как, ну, документ, что ли, какой-то, либо какое-то постановление защитное, да, что вот эта бумажка вам открывает путь, не бояться, быть свободной, жить свободно, да, не оглядываться по сторонам. Может быть, какой-то запрет, чтобы он там близко к вам подходил. Может быть, вы хотели уехать куда-то, да, с детьми уехать, а он не давал вам документ. Получите, не переживайте. Так. Это, кстати, самое такое прям ясное событие. Следующее событие у меня идет заключение союза. Союз. Причем, ну, у кого-то это брачный союз. То есть не свадьба сама, вот как мы привыкли в пышный праздник, а вот как распишитесь, да, подадите документы и распишитесь. Тут именно как заключается союз. А кто-то поступит на работу и подпишет документ, договор, да, найма. Кто-то, может быть, как бизнес свой откроет, какие-то вот документы подпишет. Документ у вас идет. Заключение какого-то документа, и получается как союз. Но вы действуете не в одиночку. Получается, если на работу идете, да, подписываете документ, вступаете в союз с работодателем. Если бизнес, да, возможно, у вас появится компаньон, с кем вы будете вместе работать. Если про брак, то это роспись однозначно, как бы расписываться будете. Это очень хороший союз, его высшие силы благословляют. Здесь вам прям, знаете, как помогать будут, помогать, подсказывать. И вот когда вы вместе, когда у вас все хорошо, когда настроение хорошее, позитивное, то у вас и ладится все по жизни. С вами удача, с вами хорошее, крепкое здоровье, с вами, понимаете, светлые дни. Вот как прям на вас солнышко светит. Не забывайте, малейший негатив сразу же отпугивает удачу, сразу же отпугивает вот эту хорошую, добрую энергию. Старайтесь любыми средствами, способами, я не знаю, придумайте себе что-нибудь, чтобы у вас не было ругани, чтобы вы не ругались со своим супругом, либо супругой, чтобы вы не ругались со своими компаньонами, там, чтобы не было недовольства, я не знаю, там, работодателем, заказчиком. Вот такой прям совет идет, да, все в твоих руках, все в твоих руках. Конечно, это очень сложно. Мы все люди, и там нервная обстановка, и стрессы, и все вот это вот раздражители все эти внешние. Но держитесь, поверьте, как только вы немножечко начнете негативить, вот будут тускнеть эти союзы, неважно в какой сфере. Старайтесь любой ценой сохранять позитив и делайте вот от себя, не ждите от человека, а показывайте своим примером. Поверьте, вот этот совет, он не только поможет, но действительно укрепит на долгие годы вот этот союз. Так, еще очень важный момент, который я не могу отметить. Здесь у меня явно есть треугольник, потому что здесь мужчинка посередине, а две женщины вот как натягивают его, растягивают в разные стороны. Одна, значит, так аккуратненько, деликатно под ручку берет и говорит, ну,
мой дорогой, да, как ты себя чувствуешь, хорошо ли тебе, все ли с тобой замечательно, как ты там кушал, как ты спал, может быть, ты чего-то желаешь. А вот вторая женщина, она вот прям как схватила вот так и тащит на себя. Я говорю, ты что там, от рук отбился, где ты ходишь, а ну-ка быстро, у тебя там дела, у тебя обязанности. Ну, такая вот дележка идет, как вот в американских фильмах, да, хороший, плохой полицейский. Вот и тут такая же история. Кстати, очень, ну, да, это грустно, но выглядит вот как прорисовали высшие силы. Это очень занимательно получается. Значит, девочки, вот такого плана у меня вышел треугольник. Вот если вы девушка, которая вот именно уговорами, любовью, лаской вас, ну, буквально, да, скоро осенит, либо у вас какой-то вот прям, ну, чертенок проснется, в вас, вернее, проснется. Какое-то поведение мужчины, вот это несуразное, оно вас, ну, действительно немножко шокирует. Вы перестанете его уговаривать, и я так понимаю, что вы просто вот в раздражении его пошлете. И когда вы его пошлете, в нем произойдет разительная перемена. Этот мужчина, он вообще такой, знаете, латентный, ну как это правильно сказать, чтобы никого не обидеть, скрытый раб. Он любит подчиняться, он любит строгость, он любит, когда над ним доминирует. Вы этого про него не поняли. Для вас он мужик, прям такой альфа-самец, на самом деле это не так. Почему он с той другой женщиной злой находится? Ну, потому что она это все просекла, потому что она этим пользуется. Может быть, в принципе, она от природы такая злодейка, это ее амплуа. Вот. У вас вот именно один момент, когда вы как-то грубо ему ответите, вы увидите, что он поменяется. Он как зайчиком станет перед вами в такую позицию, да. Но кто дрессировкой занимается, те знают, что зайчик, ну это вот еще, по-моему, служить называется, да, когда на задние лапки. Вот так вот перед вами станет, и глазки так прям забегают, так испугаются, напряжется. И вы поймете, что он именно такой, что очень долго вы в нем заблуждались, что думали, что ого-го, какой мужчина, а оказывается, что любит получать он пинки и тумаки. Смотрите, девочки, вы в нем разочаруетесь, причем разочаруетесь в черную. Почему я говорю со смехом? Потому что это бы давно ситуация уже разрешилась, не будь вы такая, ну, добрая и наивная, девчонки, ну правда. Вот у вас идет как судный день, когда вы этого человека, ну действительно, и осудите, и приговорите. Вы от него откажетесь. Вы так и скажете, слушай, ну вот ты с той женщиной, вы как обои рябой. Идите вон, живите, вы друг друга достойны. Вот как-то прям идеально друг другу подходите. Вот. И вы как освободитесь от этого мучения, вы освободитесь от своих всех этих любовных тревог, мук, переживаний. Вы выдыхаете, у вас крылышки отрастают. И в тот же день, ну, либо буквально на следующий день, да, у вас идет судьбоносная встреча. Идет встреча с тем, кто вам действительно по судьбе. С мужчиной, который, ну вот знаете, он как-то до вас дотронется, либо, не знаю, там в объятия вас заключит, да, и все, понимаете, жизнь диаметрально поменяется, в один момент у вас все поменяется. Вы будете вспоминать вот этого нерешительного зайчика и думать, Господи, сколько же я на тебя потратила, Боже мой, сколько я вот там переживала, страдала, а кто-то и слезы лил, девчонки, кто-то действительно слезы лил. Вы прям и на себя злиться будете за это. Но зато, девочки, очень важный урок вынести из всего этого треугольника. Хотя тут уже как четырехугольник у нас прорисовывается. Вы поймете, что нужно было все-таки думать о себе, о своих интересах, о своем будущем, о своем удовольствии, счастье и радости. Вот, мои хорошие, что поймете. Вы другой станете. Вы станете другой. Вы станете, ну вот прям без вот этой всей шелупени, да, ненужных этих сентиментов, как там, этих нарративов, да, которые там прививают женщинам, что ну, женщина там должна ждать, терпеть, там, нести эту свою тяжелую женскую долю и прочее. Вы избавитесь от этого хлама. Вы начнете жить, вот наконец-таки начнете жить по-настоящему. Кто-то в 20 лет начнет, а кто-то в 40, а кто-то в 60, девчонки.
вы начнете жить по-настоящему. Вот придет этот день, это вот все ж не за горами, совсем вот рядом. Вы вспомните мою отсыпку. Вот сейчас вы слышите меня и не понимаете, о чем я говорю. Ну да, что-то вот вроде как там понятно, да. Но вы никогда этого не испытывали, поэтому трудно понять. Придет день, когда вы все поймете. Вспомните, у меня вспомните, отсыпку вспомните. Обязательно это случится. И я за вас безумно рада. Я рада, что вы избавитесь от этой, ну, извините, это зависимость, это наваждение, это то, что вас, ну, калечило. Ну, поверьте, да, потом вы поймете, о чем я говорю. Это первый момент. Второй момент, то, что вы свое счастье найдете. Наконец-таки найдете свое личное и персональное счастье. Пришло ваше время. И да, девочки, которые там за 55+, вы там сильно не расстраивайтесь. Вы понимаете, жизнь может с нуля начаться в любой момент. Главное вот именно жить и наслаждаться жизнью. Вот. Так что не надо там себе думать, ой, как поздно, ой, что так. Все нормально, так должно было быть, ведь так происходит. Так, идем дальше. Петушок очень классный у вас выходит с правой стороны. Петушок. Вы знаете, здесь у меня человечек, который... Но этого петушка, да, прямо поднимает на правой руке. И левой рукой, видите, пытается еще и вот такого голубочка поймать. Видите? Одной рукой петушка держит, а второй голубочка пытается поймать. Но это очень замечательный знак. Это как комбо происходит у вас, да, комбо. С одной стороны, вот помните, да, вот эту поговорку про синицу в руках и журавля в небе. Вот считайте, что она у вас отыграется, вот прям 100% отыграется. Но при этом вам не нужно будет выбирать ни журавля, ни синицу. У вас, вот смотрите, в одной руке правый петушок, а в левой вы держите голубочка. У кого-то из вас отыграется, что исполнится одновременно две ваших мечты, два ваших желания. Причем одно идет у вас, ну, как бытовое, как материальное желание, да, а второе вот для души, для сердца. У других отыграется, что вы действительно заживете своей настоящей жизнью. То есть вы стремились, ну, скажем так, к материальному благополучию. Да? Вы стремились, вы очень много и тяжело работали, ну, а результат был просто никакой, да. Вот. И при этом вы очень морально и физически уставали. Вот здесь вы поймаете и хорошую работу, денежную работу, без лишнего напряжения, без вот этого морального износа, без стрессов. Вот что происходит. Здесь как новый уровень, новые возможности. Ну, считайте, что и синица в руках, и журавель тоже в руках. Все это будет у вас. Вы сумеете, у вас получится. Кто-то у меня уже, да, ну, в процессе приручения этих птичек. Все получится, даже и не сомневайтесь. Если вы сейчас занимаетесь каким-то новым проектом, либо думаете о каком-то новом проекте, бросайте все и занимайтесь. Вот прям отставьте все свои там какие-то вот, ну, мелкие дела, да, и займитесь этим делом. Поверьте, то, что вас ждет, это просто гениально, волшебно. Когда вы смотрите там про всяких, ну, я не знаю, там, миллионеров, да, людей, которые там из трущоб добились каких-то результатов, вот поверьте, это вот начало вашей истории. Если вы не бросите, если вы не испугаетесь, если вы по мелочам не потратитесь, ну да, там, бытовуха и прочее, поверьте, о вас будут люди будут говорить легенды о вас будут ходить, не сплетни, а именно легенды. На вас будут смотреть, знаете, как, ну да, пальцем тыкать и говорить, представляешь, вот смогла, вот добилась, либо добился. Вот какой умничка, да, какой молодец. Мамочки будут своим детишкам, да, на детской площадке про вас рассказывать. Говорят, вот знаешь, есть такая тетенька, либо такой дяденька, жизнь там била, калечила, человек не испугался и своей цели добился. А теперь вот смотри, живет, горе не знает. Так что, мои хорошие, тут... Но это даже не подарок. Это не подарок, это не сюрприз, это... заслуженная награда. Вот что вас ждет, вот что впереди. Я же говорю, счастье. А вам быть человеком счастливым, причем во всех отношениях сразу. Это то, что для вас прописано, даже не приготовлено, прописано в вашей судьбе. На роду, вот, на роду написано. Так что, мои милые, прорвемся, все будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.